радио Якутии. И доброе, не скажу, что утро, почти что обеденное время, дорогие радиослушатели, присоединившиеся прямо сейчас телезрители канала Саха-24. С вами программа «Якутск сегодня», его веду я, Дмитрий Аргунов, и замечательные гости у нас сегодня в студии. В пику, может быть, тем ньюсмейкерам, которые весь основной, скажем так, состав инфоповодов давали с чемпионата России по вольной борьбе, где произошли определенного рода события. Сегодня мы поговорим опять вернемся в течение всего дня. Напомню, что вечером 19:30 начнется эфир программы «Не пропусти главного», где будет каков ход поисковых работ с места падений определенных ступеней ракет-носителей, запускаемых с космодрома, с вновь запущенного космодрома «Восточный». И замечательные гости у нас сегодня: Олег Юрьевич Дмитриев, прежде всего заместитель начальника управления районов падения, ФГУП со сложно произносимым названием. Но это структура Роскосмоса, которая отвечает за наземное обслуживание пусков. Я так понял, да? Да, совершенно верно. ФГУП ЦНКИ, о котором идет речь, это Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Это головное предприятие Роскосмоса, которое отвечает за все наземные структуры, технические сооружения и в том числе районы падения. В том числе районы падения. И ведущий специалист филиала госкорпорации Роскосмос, это, можно сказать, представитель заказчика, да, который, также вместе со всеми месил Якутскую тайгу в течение вот этих дней. Я прав? Да, совершенно верно. Игорь Алексеев. Да, мы работаем здесь уже в течение 3 лет, поэтому что 983 район, где приземляются створки головного обтекателя, что 985, где приземляются фрагменты центрального блока или второй ступени, мы очень хорошо знаем. Нас пронумеровали, да, 983 и 985. Да, ладно. Но в миру эти территории носят название Вилюйский улус или район Республики Саха-Якутия, глава которого Сергей Николаевич Винокуров также сегодня у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие гости. И вот замечательные же космические прям технологии, можно сказать, да, стенки, я не знаю чего, но с коморами охлаждения и так далее, и так далее. И рядом лежит радиометр. Невинная такая штука, которая время от времени произносит заветную, может быть, для многих фразу 0,13 микрорентген, да, при норме 0,30. 0,30. То есть, примерно в 2 раза, скажем так, ниже даже у установленных безопасных норм. Хорошо, давайте сделаем еще такой момент. Во многом причина нашего сегодняшнего разговора – это то, что при помощи различных мессенджеров и так далее, мы получали совершенно различную информацию о событиях, которые происходили в Вилюйском районе с места падения некоторых ступеней ракетоносителя, который был запущен 28 же, да? 28 апреля в 11 часов 1 минуту местного времени. Что же все-таки падает в Вилюйском районе? Давайте вот с этого начнем. Технически. Я немножко сторону вот этих технарей уведу для начала, потом перейдем к оси экологии и так далее. Для того, чтобы слушателям было понятно, как летают ракеты, это вот все источники можно найти в истории у Константина Эдуардовича Циолковского. Это родоначальник, скажем так, космических технологий, да, и все ракеты в мире, которые сейчас летают, они летают именно так, как он это описал и рассчитал. Для того, чтобы не нести лишнюю массу информации, лишнюю массу на орбиту, да, в космос, от ракеты отделяются отработанные ступени, да, то есть те ступени, которые отработали, они возвращаются на Землю. И таким образом мы должны в тех местах, куда они предположительно падают, организовать там специальную территорию, откуда на небольшой промежуток времени выводятся жители, которые там занимаются традиционной хозяйственной деятельностью. Это время, оно незначительное. Мы говорим где-то о 40-50 минутах, да, когда в этом районе находиться опасно, то есть когда непосредственно происходит падение.
То есть есть риск того, что некая железка, ну, вроде вот это, прилетит на голову? Да, то есть... Определенный риск есть? Это не определенный риск, они падают, да. Но для того, чтобы избежать попадания на человека, мы оттуда их эвакуируем и просим оттуда выйти. Практика этого пуска показала, что главы администрации, вот в частности Вилюйского улуса, на оценку 5 с плюсом провели оповещение, ни одного, значит, жителя Республики Саха-Якутия на территории данного района мы не видели. Но при этом проводится обязательно контрольный облет для того, чтобы посмотреть и убедиться в том, что все люди вышли. Учитывая труднодоступность этих мест, у нас не получается эвакуировать их на 50 минут, да, и попросить их выйти оттуда на 50 минут. Поэтому они выходят на 1, 2, 3, там, неделю, ну, кто как может. Но на самом деле находиться там опасно всего вот 50 максимум минут. То есть, это незначительная территория. А коридор какой ширины примерно? Ну, коридор там достаточно большой, но если посмотреть с вертолета на этот коридор, то мы понимаем, что просторы якутской земли настолько велики, настолько большие, что наш район падения в них просто тонет. Вот. И когда мы... После того, как мы уже убеждаемся, что фрагменты ракеты упали на территорию района падения, мы даем разрешение через администрацию района о том, что в этот район можно входить и продолжать заниматься хозяйственной деятельностью без какого-либо риска для здоровья, для экологии и все остальное. Я еще раз повторюсь и акцентируюсь на том, что основной потенциальный вред, который может нанести с нашей точки зрения пуск ракеты, это непосредственно попадание вот этих фрагментов. Да, непосредственное попадание. Поэтому особое внимание уделяется оповещению населения об этом пуске. Технологии у нас как бы позволяют это делать. Сами фрагменты, они не являются секретными. То есть, мы полностью в открытом режиме общаемся и с руководством районов, улусов, и с населением, и доводим до них всю максимальную информацию. Но основной страх, который испытывает население, это некая радиация. Да? Она, вообще словом радиация у нас обозначает все. И либо это химические токсины, либо это частотные какие-то вещи, которые якобы с вышек облучают, да, и так далее, и так далее. И я вот вчера как раз встретил в неформальной обстановке Сергея Николаевича. Сергей Николаевич тоже в неформальной обстановке сказал: ну, Дмитрий, ну, согласитесь, что я не дурак, говорит, я не самоубийца, чтобы якобы фонящие фрагменты ракеты, которые я собираюсь сдать в музей, кстати, да, какой музей? Хранить у себя в кабинете. Краеведческий музей имени Староватова, это наш музей. Вот, и первый фрагмент был найден 30 числа, вот, через 2 дня после запуска. Вот, и мы несколько дней хранили этот фрагмент прямо у меня в кабинете. И действительно, значит, если бы он имел какую-то опасность и так далее, то, конечно, этого не было бы. Вот, поэтому еще раз хочу всем сказать, убедить, что никакой радиации, тем более гептила, в этих фрагментах нет. Бред это сказали мои пользователи Фейсбука насчет радиации. Основная, конечно, опасность – это химия и физика. Физика – это то, что вот этот железный предмет может шмякнуться просто тебе на голову. Да? Ладно, люди, они могут быть оповещены, выведены за пределы коридора там, и так далее, и так далее. Но там гуляет скотина. Олег Юрьевич, согласитесь, что, Сергей Николаевич, если пострадает хотя бы одно животное в Вилюйском районе? Так, ну я отвечу. Значит, ну там скотины нет, там есть дикие животные вот в этом районе, а скотина это домашние животные. Вот, поэтому в 2014 году... Люди там скот не держат? В районе падения нет, конечно. Нет. Нет. Значит, там нет ни одного населенного пункта. Вот, поэтому, соответственно, значит, домашнего скота в районе падения там нет. Вот. Поэтому вот мы подписали соглашение в 2014 году с руководством Роскосмоса. Если, допустим, какой-либо ущерб будет нанесен, ну вот, как сказал Олег Юрьевич, ну вдруг там значит, кусок ракеты упал на голову и так далее, допустим, какого-то животного и так далее, то Роскосмос, значит, это все будет компенсировать. Вот. Поэтому тут
Я считаю, что никакой опасности нет. А как вообще сложилась такая ситуация? Вот невозможно разве было вот на столечко сдвинуть траекторию, чтобы не пролегал над хотя бы маломальски, но населенными районами? Я понимаю, что баллистика вещь такая. Изначально район падения находился несколько в другом месте. Вот. И Сергей Николаевич, который очень серьезно и по-деловому занимается своим районом, скажем так, поставил нам нелегкую задачу. И мы были вынуждены пересмотреть. То есть траектория была пересмотрена? Баллистику, да. Это вопрос не одного заседания. И в Москве, и в Вилюйске приезжали представители Роскосмоса. И мы с Сергеем Николаевичем проводили эти переговоры. Он настоятельно просил отодвинуть этот район максимально далеко от группы кюлякских наследков, что в результате путем длительных, я повторюсь, переговоров по настоянию Сергея Николаевича было сделано. То есть мы немножко поменяли баллистику и отодвинули район падения в итоге на 22 километра. Это граница района падения. При этом фрагменты, которые мы находим, они находятся на удалении около 90 километров. То есть 90 километров. При такой дальности не то, что нет никакой опасности падения на эти населенные пункты, люди их даже не видят визуально, да, то есть их не видно. Вернемся опять же к сообщениям в мессенджере. Да? Якобы вертолету Роскосмоса возили трупы. Значит, здесь... И весь Куляцкий наследник полностью был разбомблен. Страхи рождают, скажем так, всякие предположения, неинформированность населения рождает всякие предположения. На самом деле, то, что мы возили в коробках во вторые кюляции, это была краска, обычная краска для детского сада, который сейчас силами строится во вторых кюляциях. И мы, имея возможность захватить попутный груз, туда возили в коробках краску обычную. Но люди, увидев, что мы что-то носим в коробках, по всей видимости, так и подумали, что мы что-то не то возим. Хотя там присутствовала и Светлана Николаевна, которая возглавляет вторые кюляции, администрацию. Там присутствовал в порту и Сергей Николаевич, приезжал Винокуров, и Андрей Петрович, его зам. Все это было таким образом. А то, что вторые кюляции на месте, у нас есть видео, есть фото. А как с кюляциями? Да, на месте стоят. Хорошо, мы продолжим сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, как второе пришествие, конечно же. Реклама. Мы продолжаем наш эфир, который посвящен нюансам вылавливания космических обломков на территории Вилюйского района. Да, телефонный звонок нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, вы в эфире. Алло. Да. У меня такое мнение, да, я вас слушаю, сижу сейчас. И это я удивляюсь, какие надо иметь мозги, чтобы держать у себя в кабинете обломки этой ракеты. И еще уверять, что они не вредны. Он уже, наверное... Да, он наполовину лысый уже. Да, и еще. Я считаю, Роскосмос, человечество против природы нашей. Это все впитало. Это очень вредно это. Когда ракета у нас спускается, она такие вещества ядовитые выделяет. Да, возникло обосвечение болотных газов, и тотчас же в свете утренней звезды, или чего там было-то по классику. Хорошо. Насчет того, что... Сергей Николаевич, может, вы ответите, что насчет касаемо ваших мозгов-то? Пока у меня мозги на месте. Вот именно. Я пока еще не сумасшедший, не самоубийца. Еще раз хочу сказать, что никакой опасности для человека этот фрагмент не имеет. Если бы было бы иначе, я бы, конечно, этот фрагмент у себя в кабинете не держал бы. Прежде чем, поставить ее в кабинет,
кабинет мой свой, да, вот, мы ее несколько раз проверяли и так далее, и так далее. Вот, и не только мы, это представители Министерства экологии вот, нашей республики. Так что, еще раз хочу сказать, никакой опасности для человека этот фрагмент не представляет. Он представляет очень большой интерес как экспонат, очень ценный, как исторический. Это действительно С первого пуска фрагмент. Первый фрагмент. Он же может потом... Первый фрагмент, найденный на территории нашего улуса, вот, с первого запуска, с нового российского космодрома «Восточный». Вот, и мы вот, потом значит, передали этот фрагмент вот, в музей наш местный. Кстати говоря, там присутствовали и представители вот, Роскосмоса. Как раз они вот, и передали этот фрагмент в нашему музее. Чему мы очень рады. Хорошо, давайте мы все-таки вернемся к аспектам... вот он прямо. Да, я могу добавить. Сейчас вот в студии, к сожалению, радиослушателям... Город Вилюйск, 28-го. Да, не видно, а те, кто смотрит передачу по телевизору, видят, что фрагменты ракеты лежат в студии, их трогает ведущий, который не видел результатов исследований. Вот она, вот он фрагмент с автографами и так далее. Да. Вот держу прямо в руках. Ничего со мной не произошло. Исследования проводились экологами различных организаций. Две организации, они якутские. Вот. Одна организация, которая занимается пусками с космодрома Байконур, она находится на территории Алтайского края, и московские организации. Все они не являются структурными подразделениями Роскосмоса и сверяют между собой результаты полученных анализов. Проводится как экспресс-анализ, то есть непосредственно при проведении работ в поле, так и отбираются пробы, которые отвозятся в лаборатории для более детального и скрупулезного анализа. И вот по результатам уже этих анализов мы делаем вывод о безопасности данного изделия с точки зрения как химии, так и радиации. Но радиации вообще в принципе нет. И если надо, вот мы сейчас включим повторно, вот уже включали радиометр, который лежит на этих фрагментах. Да не надо, он лишние звуки издает, пищит все время и произносит женским голосом. Он произносит фразу, что на данных фрагментах радиации в 3 раза меньше, чем допустимая. Я уже говорил, 0,13 микрорентген. Да, вот. Таким образом, есть еще у нас проведена государственная экологическая экспертиза данных работ, и в Республике Саха-Якутия проводилась этнологическая экспертиза. По указу президента тогда Республики Саха-Якутия был подписан закон о необходимости проведения в данных случаях этнологической экспертизы. Обе экспертизы, и государственная экологическая федерального уровня, и местного уровня, то есть якутская экспертиза, показали потенциальную безопасность проводимых работ, что подтверждается полученными результатами лабораторных исследований. Олег Юрьевич, у меня ощущение такое складывается, что вы с 2011 года же вы здесь... Да, первый раз мы приехали... Не мытьем, так катанем, то есть безопасно. Как мантру повторять, безопасно. Ну, любой может поверить, в принципе, да? Я к чему? Есть ли все-таки гептил на носителях, которые запускаются... На ракете-носителе «Союз-2», пуски которые производятся с космодрома «Восточный», ни источников радиации, ни гептила нет. Вот. Даже в разгонный блок? Разгонный блок не является... Это то, что несет ракета уже. Это груз. Разгонный блок и космический аппарат не являются ракетоносителем. Это груз. Груз – это, скажем так, тот фрагмент, который доставляется в космос. Запуск... То есть это ваше, да? Нет, это... всего российского народа достояние. То есть спутник мой, он обслуживает мой интернет, значит, он мой, получается. Согласен. Он обслуживает всех граждан Российской Федерации, в том числе граждан Якутии. То есть гептил наш? Тот груз, который доставляется, он запускается двигатель на обратной стороне Земли на 50-й минуте полета. То есть он запускается даже не на территории Российской Федерации. Вот. И этот груз, он как бы пролетает здесь на высоте 180 километров. Ну, если вдаваться уже в такие детали, да, то если вы выйдете
ну, допустим, в Якутске, да, мы сейчас находимся, выйдете и посмотрите на звездное небо, вы увидите, что над городом Якутск визуально видно, пролетают очень много всяких спутников, да, очень много спутников, и никто никогда не заботился, да, о том, что там есть гептил на этих спутниках, да. Вот, есть спутники, которые летают просто, газообразный азот под давлением выдается для движения и ориентации этих спутников. Есть разные варианты. Вариант с применением разгонного блока – это вариант, когда мы запускаем спутники на высокую орбиту. То есть, требуется доразгон и корректировка, мощная корректировка орбиты. Вот. В остальных случаях достаточно просто баллонов с азотом, который добывается из воздуха, его сжимают под большим давлением, и этого достаточно для коррекции орбиты. Тонюсенькой струечкой, как в фантастических фильмах, значит, выпускается вот это. Да, совершенно верно. Именно так вот во многих фильмах показывают. Олег Юрьевич, а все-таки ситуация с первым днем пуска, ну, может навеять некие, не то что сомнения, но могут возникнуть вопросы. Да? В случае возникновения нештатной ситуации, и весь этот груз, в составе которого может быть и гептил, не шмякнется ли на территории Амурской и Республики Саха-Якутия? Наибольшую опасность, конечно, для аварийных ситуаций, статистика это подтверждает, находится на первых секундах полета. Но здесь надо указать на то, что ракета-носитель «Союз» – это разработка Сергея Павловича Королева. Ракета очень давно летает в Российской Федерации, и это самое надежное. Около 1800 пусков произведено этой ракетой по всему миру. И эта ракета подтверждает постоянно свою надежность. Это самая надежная ракета в мире. У нас есть совместный проект с Европейским космическим агентством во французской Гвиане, это Южная Америка. Там французы построили космодром и пускают вот эту ракету. При этом надо учесть, что французское законодательство в области охраны окружающей среды и безопасности человека, оно более жесткое, нежели чем российское законодательство. И здесь надо понимать, что если бы французы заподозрили какое-то негативное воздействие, а также угрозу воздействия на безопасность человека, они бы просто не заключали с нами такие контракты. Еще раз, я все-таки хочу вот главный вопрос с мессенджеров полученный. Что за взрывы были на месте падения и почему поисковая группа оперативно эвакуировалась, скажем так, с базы? Ну, по поводу... Я напомню, это не факт, это то, как освещают события в интернете. Была бомбежка, НВКшники были, они исчезли. Роскосмос были, они сидели в палатках и потом тоже исчезли и так далее. Буквально на следующий день была передача по телеканалу, на котором мы присутствуем, НВК Саха, показал репортаж непосредственно с места событий. На месте событий был, значит, Петр Николаевич Алексеев, был министр охраны природы Афанасьев Сахамин Миланович, был на месте событий глава Вилюйского улуса Винокуров Сергей Николаевич и все остальные, в том числе наши группы были. И в прямом эфире было показано, что наш сотрудник, находясь на месте, передает, что он слышит. То есть никто никуда не разбегался. Палатки наши как стояли, так стояли. Весь народ был на месте. И это было зафиксировано и показано по телевизору. Поэтому, кто телевизор не смотрит, тогда слушайте радио, что мы говорим. Значит, дальше. Вот эти раскаты – это не что иное, как прохождение быстро летящего фрагмента, а летит она со скоростью здесь около 4 км в секунду, то есть гораздо быстрее, чем истребитель. И, входя в плотные слои, начинает тормозиться, и как раз вот этот хлопок, основной громкий хлопок, но он был слышен как отдаленные раскаты грома. Это переход звукового барьера. Как любой самолет сверхзвуковой, когда переходит такой хлопок. Ну, кто на Жуковском или на Кубинке был, тот, в принципе, может представить, хотя бы на аэрошоу. Да? Давайте мы продолжим весь наш разговор по теме
Роскосмоса, всех технических аспектов, экологических и так далее. В вечернем эфире программы «Не пропусти главное», которая начнется в 19:30 в эфире национального телевидения. Спасибо огромное за то, что уделили время. Еще раз, мы будем повторять о безопасности, пока это не почувствует каждый житель республики. Это наша установка такая. Согласитесь, Сергей Николаевич? Ну, безопасно это. Да, мы поможем в этом процессе и будем объяснять людям и отвечать на все возможные вопросы. Спасибо огромное нашим сегодняшним гостям. Увидимся еще раз в вечернем эфире. И всем нашим телезрителям и радиослушателям, конечно же, доброго дня. Увидимся. Радио Саха. Первое радио Якутии.